Всем доброе утро, хорошего настроения. С вами Руслан Чиров и Вероника Намтосова. И сегодня в нашей программе мы отправляемся за свободой и вдохновением. Вы увидите, как необычно и живописно можно пожарить стейк. В студии мы обсудим летний отдых детей, как получить путевку и какие сроки важно не упустить, расскажет наши гости. А также затронем тему умного дома. В преддверии посевного сезона поговорим об органических удобрениях. Для тех, кто не выспался, у нас новости из Китая, где спать на работе требуют официально. Ну а мы предложим более бодрый путь, сделаем утреннюю йогу. О здоровье поговорим серьезно, узнаем, почему гипертонию называют тихой болезнью и как ее не пропустить. А в финале выпуска видео из Петербурга, которое заставит вас улыбнуться. Поэтому оставайтесь с нами весь час. Да, ну и также подписывайтесь на наш канал в мессенджере Макс, где мы выкладываем все самое интересное, общаемся с нашими подписчиками, ну а также телеграм-канал «Утро Якутии», где также дублируется вся информация. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня +3, +11, в речной группе -3, +13, в южных 3-16 градусов тепла, в Белюйской группе от 1 градуса мороза до +7, в Нижнеленских -1, +7, в западных 4 градуса ниже нуля до +8, в Колымо-Индигирской группе улусов от 4 градусов холода до 12 градусов тепла, в Янских -2, +8, но на северо-западе пока температура отрицательная, 18,1 градус ниже нуля. В Якутске в 6 часов утра температура составила уже 5 градусов тепла, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду, южный. Сегодня днем небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура в столице днем 9-11 градусов тепла. Ну что надеть перед выходом на работу мы узнали, а прямо сейчас давайте узнаем, какие новости произошли к этому часу. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября этого года. Это следует из проекта приказа Минздрава России. Согласно документу, в реестр предлагается включить должности врача по медицине здорового долголетия, врача физической и реабилитационной медицины, врача медицинского микробиолога, логопеда, психолога, нейропсихолога, специалиста по физической реабилитации, специалиста по эргореабилитации, а также нутрициолога. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медперсонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медпомощи обучающимся. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в России с начала сезона, сообщили в Роспотребнадзоре. Также там уточнили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито уже 2 200 000. Небольшое число укусов клещей зарегистрировано, самое наибольшее число укусов зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской областях, в Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. Нерюнгри готовится к преображению. Уже утвержден детальный план проведения масштабных ремонтных работ дорожного полотна. Он охватывает наиболее проблемные участки. Особое внимание будет уделено центральным улицам, которые испытывают максимальную нагрузку, а также проездам, ведущим к социально значимым объектам. Также ремонтная кампания включает работы по благоустройству прилегающих территорий, ремонт тротуаров, обустройство пешеходных переходов. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет произведен ремонт 3 дорог. Это улица Темтонская, улица Пионерная и улица Строителей. Планируется приступить к работам со следующей недели. Также в рамках софинансирования по национальному проекту «Благоустройство дворовых территорий» будет произведен ремонт внутриквартальных проездов по проспекту Дружбы народов, дом 9, 13, 17, 19, 19/1. Дополнительно будут выполнены работы по устранению провалов по улице Окружная. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне асфальтоукладчики проедут по 3 улицам – Солдатова, шоссе 50 лет Октября и Московской. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджетов республики и города. Известен план дорожников и на 27-28 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюмского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Во Дворце детского творчества прошли соревнования по адаптивным настольным играм. В игре «Летающий мячик» участвовали дети с ограниченными возможностями, учащиеся коррекционных школ города. «Летающий мячик» – это одна из настольных игр, придуманная воспитанниками Дворца детского творчества под руководством Александра Винокурова, учителя физкультуры и педагога дополнительного образования. Вместе с педагогом дети придумали уже более 30 авторских настольных игр, один из которых недавно получил свой патент. Такие соревнования проводятся впервые, но обещают стать традиционным ежегодным событием. Настольные игры развивают у детей координацию движения, усидчивость, конечно, мелкую моторику. Также есть в разработке у нас настольные игры, которые связаны с мыслительной деятельностью. Поэтому для развития детей мы считаем, что такая программа очень полезна. Сами настольные игры сделаны совместно с детским технопарком «Кванториум». Мы надеемся, что данная инициатива станет традиционной, и мы будем ежегодно проводить это мероприятие. Делимся интересными фактами. Представляете, блогер отправился в одиночное путешествие на собственном самолете и провел ночь на небольшом острове в Тихом океане. Вдали от людей и городской суеты он разбил палатку прямо у берега, приготовил стейк на огне, встретил закат с гитарой в руках и просто наслаждался моментом и полной свободой. Зрителей особенно впечатлила не только сама атмосфера путешествия, но и качество съемки. Несмотря на то, что блогер был совершенно один, ему удалось снять посадку самолета сразу с нескольких ракурсов, с земли и с дрона, будто над роликом работала целая команда операторов. Ну а в комментариях пользователи пишут, что именно так многие представляют себе идеальный отдых. Тишина, природа, любимое дело и возможность хотя бы ненадолго остаться наедине с собой. Ну, скажи, а вот ты бы хотел так отдохнуть? Слушай, ну, если бы, да, была бы такая возможность, конечно, можно было попробовать. Единственное, тут, если, например, по земле путешествуешь, еще как-то более-менее все под контролем. Вот самолет все-таки такое дело. То есть надо хотя бы знать погоду, да, на ближайшую неделю. Нет, вызывает вопросы другой. Вот представь, это все снималось. То есть ты вроде бы приехал отдохнуть, приехал расслабиться, приехал в одиночестве, да, но ты берешь с собой дрон, берешь с собой камеру, берешь с собой там какие-то подставки для камеры и все это снимаешь. Ну, по мне так я бы не хотела гулять с камерой. Ну, вот мы когда снимаем «Испытано на себе», допустим, передачу тоже на выездах, это, конечно, там не отдых, это у тебя действительно полноценная выбор работа. Ракурса, да, то есть посмотреть, снять и, например, даже, ну, вот особенно когда одиночные блогеры, они, допустим, красиво вот сидит на гитаре играет, но тем не менее перед этим он поставил камеру на штатив, или, например, проходка по лесу, это ему надо сначала камеру поставить, потом отойти обратно, потом пройти мимо камеры, красиво. Я говорю, это настоящая работа, то есть выглядит красиво, если бы кто-то за тобой бегал и снимал, и еще не мешал тебе. Но самое главное донести до человека, что можно вот так вот отдохнуть, и в целом, если без всяких съемок, то очень хороший вариант. Я думаю, что большинство наших телезрителей бы захотелись. Да. Но чтобы почувствовать свободу, герою сюжета понадобился самолет и целый океан. Но удивительные открытия можно совершать и не покидая родного города. Сегодня ученики Якутского городского лицея приглашают нас в другое путешествие во времени по истории улицы Пирогова. Здравствуйте! В эфире рубрика «Моя улица». Сегодня мы находимся в Строительном округе, на небольшой, но очень важной для города улице. Она начинается с улицы Петра Алексеева и тянется до улицы Жарницкого. Ее протяженность около 300 метров, но за этой скромной цифрой скрывается настоящая история. Это улица Пирогова.
Николай Иванович Пирогов первым в мире применил на фронте эфирный наркоз. Благодаря ему раненые перестали кричать от нестерпимой боли. Он ввел гипсовую повязку, и переломы больше не означали потерю руки или ноги. А еще Пирогов придумал медицинскую сортировку. Разделил раненых на группы по срочности помощи. Это новшество спасло тысячи жизней в Крымскую войну. Он организовал первых сестер милосердия, работал сутками под пулями и делал все, чтобы хирургия перестала быть варварством. Именем такого врача гордятся назвать улицы в любом городе. Якутск не исключение. 3 июня 1950 года решением городского совета эта улица получила имя Пирогова и носит его с гордостью уже целых 76 лет. Главное украшение улицы – это ее дома. Здесь нет старинных особняков с колоннами, зато есть удивительная современная архитектура, которой можно гордиться. Посмотрите, например, на жилой комплекс на Пирогова 9. В народе его ласково прозвали «Три якутянки». И не случайно. Приглядитесь. Фигуры на крышах стилизованы под женское нагрудное украшение элин кебихер. То самое, которое якутские женщины веками носили как символ красоты и защиты. А силуэты самих зданий напоминают традиционный головной убор джабака. Изящный, узнаваемый, родной. Архитекторам удалось невозможное. Они переложили язык национального орнамента на бетон, стекло и металл. Это не просто дома. Это настоящий памятник якутской культуре, который виден каждому прохожему. Идешь по улице и понимаешь, ты в Якутии. Здесь помнят и ценят свои традиции, даже строя новые кварталы. Изначально строительный округ застраивался преимущественно малоэтажными домами, но за последние десятилетия здесь активно начал развиваться жилой фонд. Сегодня на улице Пирогова соседствуют типовые постройки конца 90-х годов и современные проекты с национальным колоритом. Сегодня улица Пирогова – это образцовая городская артерия. По ней ездят сотни машин, спешат на работу люди. Здесь чувствуется настоящий, живой пульс строительного округа. Улица Пирогова – это про великого хирурга, спасшего сотни жизней, и место, где прошлое встречается с настоящим. Над рубрикой работала киностудия ЕГЛ. Ну а сегодня мы говорим о важном этапе в жизни семьи, о летнем отдыхе детей. Как подать заявление, какие документы необходимо подготовить, какие сроки следует учитывать. Об этом нам расскажет начальник отдела обработки документов и контроля Центра «Мои документы» Светлана Алексеенко. Доброе утро. Доброе утро, Светлана. Ну, самый главный вопрос, когда подавать заявление о зачислении ребенка в летний лагерь? Вообще у нас запись стартует 15 мая в 9 утра. В целом в Якутии будет работать порядка 500 организаций летнего отдыха. Это у нас стационарные загородные лагеря, пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха для подростков, ну и также палаточные лагеря для любителей активного отдыха. Вообще будет организован порядка 36,5 тысяч мест. Конкретно для Якутска это означает широкий выбор вариантов для любого запроса. Угу. А как родителям можно подать заявление на путевку? Ну, можно подать двумя способами. Это онлайн, через портал госуслуг по услуге организации летнего отдыха в каникулярное время. В данном случае это будет наиболее удобный и простой способ, потому что не нужно будет заполнять все данные, ходить за справками. Есть также второй вариант – подойти лично в уполномоченные центры по месту жительства. Важно для подачи через госуслуги у нас потребуется верифицированная учетная запись ЕСИА. Если такой нет, то нужно ее обеспечить заблаговременно. А какие категории детей имеют приоритет при распределении путевок? То есть путевок ограниченное же количество? Да, конечно, у нас особое внимание уделяется детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Это у нас дети участников СВО, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды и дети из ОВЗ. Все эти справки нужно приложить? Да, при подаче эти справки требуется подать. Угу. А можно ли отправить ребенка в известные федеральные лагеря, такие как Артек, Океан, Орленок? Да, конечно, в этом году республика заключила ряд соглашений с такими крупными лагерями, как Артек, Орленок, Смена, Океан, также Алые паруса. Информация о сроках подачи и местах она будет опубликована на портале госуслуг и на сайте Министерства образования республики. Вот что дает новый единый сервис родителям на практике? Ну, в целом этот сервис у нас позволяет достичь трех особенностей. Да? Это у нас, во-первых, прозрачность, весь
порядок рассмотрения и стадии рассмотрения у нас будут доступны в личном кабинете. Во-вторых, это скорость. За счет автоматизации у нас все процессы будут идти быстрее, и также будет минимизирован человеческий фактор. А также у нас третье – это удобство, то есть все данные будут подтягиваться автоматически, и не нужно будет дополнительно заполнять данные о льготах, приносить справки и так далее. Стоит отметить, что также этот сервис у нас позволяет распределить квоты между муниципалитетами, соответственно, обеспечить качественный доступ для всех детей от 7 до 17 лет, вне зависимости от места проживания. Ну, то есть получается скорость и возможность более широкого выбора услуг. Да, конечно. А если, например, подали заявку в определенный лагерь, но там мест нет, то будут ли предлагаться какие-то альтернативы? Ну, рекомендуется подать заявление во все лагеря, которые вы хотите. То есть один лагерь, одна заявка. Ага. А если вот в несколько, или система отслеживает, что от этого человека поступило несколько заявок? Ну, система будет видеть, что несколько заявок от человека. А что делать, если при подаче заявления возникли какие-то технические сложности или вопросы? Помощь могут оказать в секторах электронных услуг на базе библиотек. Также методическую помощь можно получить в секторах пользовательского сопровождения на базе центра «Мои документы». Стоит отметить, важно, что мест мало, надо ускориться, то есть не затягивать этот процесс и заблаговременно подготовить сканы документов, такие как паспорт, свидетельство о рождении, а также документы о льготах при их наличии. Ну, хотя 36 тысяч свободных мест, как будто Нет, кажется ну, много, детей, да? детей у нас очень много, На самом а деле. возрастная группа же вся получается. От 7 до 17 лет. Ну, видишь, большая возрастная группа. То есть мест каждой возрастной категории ограничено. Спасибо большое, очень интересно. Надеюсь, что все, кто хотел подать заявки, теперь знают, как это сделать, ну и организуют летний отдых детей. Спасибо. Но совсем скоро нас ждут долгожданное лето, каникулы и, конечно, путешествия, которые очень часто начинаются с гула двигателей самолета. А сегодня, 12 мая, дата, которая объединила гордость и мощь нашей авиации. В 1913 году в этот день в небо поднялся первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь». Конструктор Игорь Сикорский тогда не совершил, а создал настоящую революцию в небе. О том, чем еще знаменательна сегодняшняя дата, мы узнаем прямо сейчас. На календаре 13 мая. Сегодня День Черноморского флота ВМФ России, а также День охранно-конвойной службы МВД России. По народному календарю Яков Теплый. С этого дня на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. До сих пор сохранилась поговорка «в мае жениться, всю жизнь мается». Этот день в истории. Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село Павловск. В английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. В этот день также впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести». В России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента Российской Федерации в них. В этот день родились Александр Невский, русский полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский. Алексей Хомяков, русский поэт, публицист, художник, основоположник славянофильства. Альфонс Даде, французский прозаик, драматург. Рональд Росс, индийский врач, нобелевский лауреат. Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яков. Ну а мы продолжаем, и так как мы говорили недавно про каникулы, пока дети будут набираться сил на каникулах, у многих родителей появляется время заняться более масштабными семейными проектами, например, строительством или обустройством собственного дома. Чтобы дом был не просто крепостью, а настоящим уютным, безопасным пространством, стоит заранее подумать об электричестве и возможностях умного дома. О том, с чего начинать, поговорим прямо сейчас. Построили дом своей мечты? Поздравляем! Но расслабляться рано. Это только начало большого пути. Впереди месяцы прокладки коммуникаций, отопления и внутренней отделки. И сегодня мы говорим об электричестве.
План розеток на глаз – затея опасная. Лучше сразу позвать специалиста. Он распланирует проводку, опираясь не на интуицию, а на ваши реальные потребности и эргономику. Такой подход избавит от вечных удлинителей и бесконечных переделок в будущем. Прогресс не дремлет, и технологии умного дома становятся все ближе. Представьте, никаких проводов к выключателям. Достаточно беспроводных решений. Как это устроено, я решил разобраться на практике и собрал такую схему собственными руками. Что из этого вышло, покажем прямо сейчас. У нас есть лампочка, которая висит, или люстра, да, которая висит, соответственно, под потолком. И к ней должен быть... У нее должен быть выключатель, чтобы эту лампочку можно было включать и выключать. Вот. И сегодня для меня самого это интересно, как бы сделать это на практике, потому что заказал я вот такой кинетический выключатель. Кинетический выключатель – это как часть умного дома. Состоит он из самого выключателя. Почему кинетический? Потому что при каждом нажатии тут не нужны батарейки. То есть вы нажали, и уже этой энергии хватает на то, чтобы подать сигнал на реле, чтобы включить или выключить лампу. Так, само реле, которое устанавливается посредственно, ставится в линию, и оно еще и на Wi-Fi. То есть с умным домом, с Алисой, там, по-моему, со всеми умными домами можно ее подключить. Так, нам нужен, во-первых, провод. Сейчас мы соединим лампу и от лампы до реле. Итак, что мы имеем? Сейчас у нас, представьте, лампочка висит под потолком. И у вас есть выключатель, который можно повесить либо у двери стандартно, либо приклеить на его на двусторонний скотч, либо на саморезы. Можно положить его на стол, в любое место. И сейчас посмотрим. Магия. Класс. В смысле магия. Конечно, технологии умного дома сейчас позволяют такие вот решения сделать. Я сам удивился, что есть такие выключатели, где не надо батарейку вставлять. О, вот это сколько метров? Где-то метров 10, да? Так, дойдем до ворот. Ничего себе. 16. Метров 25 пьет. Вот. Но это еще не все. То есть, так как это Wi-Fi и есть протокол Zigbee, он, соответственно, можно его подружить с любой колонкой Алиса. Не с любой колонкой Алиса, а в которой есть хаб умного дома. Вот. С такими Алисами он дружит. Все, супер. То есть мы проверили, испытали на себе и уже можем со спокойной душой уже устанавливать. Умный дом – это гораздо больше, чем просто управление светом. Представьте, утром шторы мягко разъезжаются сами, а в случае протечки вода перекрывается автоматически, и на ваш телефон мгновенно приходит тревожное уведомление. Настоящий сценарий безопасности и комфорта. Что действительно удобно, не обязательно перестраивать все разом. Можно начать с малого и постепенно, шаг за шагом переводить ваш любимый дом в разряд умного, без стресса и лишних хлопот. То же самое можно сделать в квартире. Да, конечно. То есть, действительно, чем хороша технология, тем, что можно начать с малого. Например, какую-то розетку сделать умную, да. Есть даже такие, по-моему, розетки, которые можно не залазить никуда, вставляешь в обычную розетку, как тройник, не тройник, и она уже начинает подключаться, допустим, к системе умного дома, и можно управлять через колонку. Знаешь, вот когда это показывали в фильмах, лет 20 назад, да, это казалось такой фантастикой, что там они тыкали, тыкали там что-то на приборах, каких-то панелях, особенно когда говорим о космосе, да, там какие-то космосъемки. А сейчас ты понимаешь, что, в принципе, ты уже в этом живешь. Да. И удобство еще
в чем? Если пульт, например, тебе, ну, как раньше, да, было, он лежит где-то, может потеряться, то телефон у нас всегда под рукой, мы всегда, ну, контролируем, да, где он находится, и, в принципе, в том числе можно и с телефона этим всем управлять. Допустим, я сейчас могу, ну, уже все работает, могу отсюда включить свет в зале, ну, допустим, в доме. И так далее. А вообще началось все с того, что нужно было провести проводку. Я нанял электрика, начал с ним обсуждать и решил сэкономить на проводах к выключателям. Но, конечно, спорный вопрос, потому что в целом сами вот выключатели и реле тоже стоят денег, но очень удобно. То есть в будущем, например, точно, наверное, буду ставить датчик протечки. То есть, например, дома уходишь, в ванной, ну, в туалете там лежат такие тоже на маленьких, ну, на батарейках автономные датчики протечки. И вдруг, не дай бог, у тебя вода вылилась, особенно в многоквартирном доме, да, до того момента, как она начнет заливать соседей, уже пойдет сигнал в умный дом, и специальный, ну, вот на кран, на шаровый, надевается также привод, который перекрывает воду по сигналу. То есть вода перестает течь. То есть, например, кран прорвало, да, начало все переливаться. Датчик протечки дает сигнал на шаровый кран, перекрывается вода, ну, как бы это мы сделали, да, и еще и уведомление на телефон приходит, что... Ну, вот уведомление понятно, а вот, мне кажется, все-таки в современных действительности, когда еще очень много старого фонда, вот способ перекрытия вызывает вопросы. Чем лучше немножко потратить денег на, допустим, такую систему, чем потом платить всем соседям, которых, не дай бог, затопил. Нет, очень-очень здорово, очень интересно, наверное, об этом стоит задумываться уже. Ну, а вот отсутствие проводов к выключателям, кстати, для женской половины всегда греет душу, что можно в любое место поставить, и не нужно туда некрасивый провод тащить. Да, можно также говорить, там, открой шторы, у тебя шторы сами открываются, в общем, возможностей много. Здорово. Да. Ну, а когда дом уже подключен и все системы умной электрики настроены, руки сами тянутся к земле. Ведь настоящая крепость — это не только стены и розетки, но и то, что растет вокруг. Поэтому сейчас мы переходим в рубрику «Сад и огород» и поговорим о силе природы на нашем участке. Сегодня в центре внимания органические удобрения. Доброе утро. Весенние работы на территории дачного участка продолжаются. Хотелось бы сегодня рассказать вам о органических удобрениях. Да? В первую очередь это перегной. Перегной, в данном случае коровий перегной. Я его сделал уже смесь с речным песком в пропорции 1:1. Буду вот этой вот смесью улучшать структуру почвы на своих вот грядках. Растения каждый год, из года в год потребляют питательные элементы, и поэтому эти питательные элементы каждый год надо возобновлять, пополнять. Иначе не получить нам богатого урожая, большого и пышного роста декоративных растений. Что дает перегной? В первую очередь это органическое удобрение. Источник азота, углерода, азота и углерода в первую очередь. Во вторую очередь в перегное все остальные микроэлементы тоже содержатся. Кальций, железо, калий и так далее, и так далее. Для улучшения структуры, да, нашей почвы надо применять еще древесные опилки. При этом опилки не абы какие, да, потому что следует особо отметить, что молодые опилки, белые, светлые, да, опилки, они выделяют ядовитые вещества, которые могут неблагоприятно сказаться на росте и развитии растений. Поэтому берем опилки старые. Чем старее, тем лучше. Бывают опилки, которые уже почти превращаются в черную землю. Это вот наилучшие опилки, я считаю.
А тут мы имеем тоже опилки где-то десятилетней давности. Сверху они светлые, а изнутри, видите, они почти даже превращаются в почву. Для чего нужны опилки? Ну, во-первых, они улучшатели структуры почвы. Они делают ее легкой, пушистой, доступной для проникновения влаги и воздуха. Вот, улучшатели структуры. И, во-вторых, опилки, они же тоже органическое удобрение. Они из дерева образуются при распиле досок, там, брусов для получения. И в ней содержится тоже вся таблица, практически вся таблица Менделеева. И старые опилки, они тоже служат удобрением. Возникает вопрос, да, какое соотношение должно быть опилок, да? Перегное лучше всего, когда почвосмеси 20% перегноя, 20% речного песка и процентов 10-15 старых опилок в качестве улучшателя структуры. Органические удобрения заботятся о почве, помогая ей восстановить силы и дать здоровый урожай. Но если земле нужна подкормка, то человеку для восстановления полноценный отдых. И в некоторых странах это понимают настолько серьезно, что готовы менять офисные правила. Так, в некоторых китайских компаниях сотрудникам официально разрешают спать прямо в рабочее время. Во многих офисах предусмотрен специальный тихий час, когда работники могут отдохнуть, вздремнуть на кушетках или просто ненадолго отвлечься от задач, чтобы восстановить силы. По словам сотрудников, к такому перерыву относятся вполне серьезно. Одна из девушек рассказала, что даже получила замечание от руководства из-за того, что продолжала работать во время отдыха и мешала коллегам спать. Пользователи соцсетей уже шутят, что такую практику точно стоит внедрить и в других странах, особенно после тяжелых рабочих дней и недосыпа. Ну, вообще, надо сказать, что у нас с детских времен, прямо с малого возраста, в детском саду есть тихий час. Почему вот дальше вот этого не продолжить бы, да? Ну, во-первых, это особенность организма ребенка, что ему нужно для роста отдыхать. И очень сложно, скорее всего, законодательно это вести с точки зрения рабочего времени. То есть нормативно, у взрослого получается, организма тоже много есть. Если ты находишься на рабочем месте, то, соответственно, тебе должны платить. А платить за то, что ты спишь, ну, это вызывает вопросы. Ну, если ты потом продуктивнее работаешь, то почему бы нет? Ну, если ты работаешь на государственном предприятии, я думаю, что вполне возможно это ввести. А если речь идет о частном секторе, то время – деньги, и, соответственно, философия меняется. Ну, в общем, поживем, увидим. Но пока в Китае спят на рабочем месте, мы предлагаем взбодриться и сделать это более активным способом. Тем более, что утро располагает к движению. Давайте разомнемся и зарядимся энергией вместе с тренером по йоге Викторией Чиновой. Доброе утро, меня зовут Виктория Чинова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сейчас мы с вами сделаем разминку, которая у нас будет действовать на пресс и на наши ноги. И первое упражнение: мы подходим к краю коврика, правой ножкой мы отшагиваем назад, регулируем угол 90 градусов, поднимаем ручки вверх, вдох, с выдохом опускаемся вниз к левой ноге, задняя ножка становится сильной, ручки соединяем сзади в замочек, оттягиваем назад, вдох, подтягиваемся вперед, с выдохом опускаемся к левому колену, оттягиваем ручки назад, поднимаемся вверх, вдох, с выдохом поза воина второго, левое колено в угол 90 градусов, правая ножка заворачивается вовнутрь параллельно коврику. Поднимаем ручки вверх, вдох. И с выдохом, как будто держим большой-большой купол. Наклоняемся к левой ноге, вдох. С выдохом поднимаемся вперед. То же самое делаем на другую ножку. Подходим к краю коврика. Левой ножкой отшагиваем назад. Правая ножка в угол 90 градусов встает. Поднимаем ручки вверх, вдох. Вытягиваемся
Вытягиваем позвоночник вверх. Ручки подтягиваем вперед. Задняя ножка становится сильной. Затем ручки в замочек назад. Оттягиваем замочек, вдох. С выдохом опускаемся к правому колену, голову опускаем вниз. За замочком вытягиваем ручки вверх, вдох. С выдохом снова поднимаемся назад. Из этого положения поза воина 2. Левая ножка задняя параллельно коврику, правая под углом 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, таз вытягиваем вперед. Держим как будто бы большой купол с выдохом. Наклон к правой ноге, вдох, выдох. И заканчивая упражнение, возвращаем ножки к центру. Следующая позиция – балансовая поза деревом. Встаем мы ровно в тадасану, включаем икры, бедра, подкручиваем таз. Поднимаем правую ножку вверх к левому бедру. Правой ножкой толкаем в левое бедро и наоборот создаем сопротивление. Левой ножкой стоим хорошо, фиксируясь. Поднимаем ручки вверх, также вдох. Таз немножечко вперед. С выдохом опускаем ручки в намасте перед собой. И начинаем поднимать правую ножку над землей и вытягивать правую ножку назад. Пяточкой толкаем невидимую стену, а ручками тянемся вперед. Вдох, с выдохом возвращаемся на место. Поменяем ножку, то же самое с левой ногой. Левая нога к правому бедру. Поднимаем ручки вверх. Вдох, вытягиваем позвоночник. Выдох. Отпускаем левую ножку. Ручки вытягиваются вперед, левая ножка тянется назад. Пяткой толкает невидимую стену. Голова вытягивается за макушку вперед. И возвращаемся на место. И завершаем мы нашу зарядку скруткой лежа на полу. Ложимся на пол. Ложимся мы так, чтобы у нас ножки шли в угол 90 градусов, пяточка прижата к пяточке, пальчики ног к пальчикам ног. Левая ручка вытягивается по полу. Правой ручкой ложим сначала на левую ручку, и затем правой ручкой, разворачиваясь ручкой, поворачиваемся в правую сторону и поворачиваем голову в правую сторону дальше и притягиваемся правым плечом к полу. Коленки соединены, пальчики ног, пяточки соединены. Также поднимаем ручку вверх, возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и на другую сторону. Обе ножки прижаты друг к другу, пяточки ног и коленки. Ложимся на правый бок, правая ручка, левая ручка. Угол 90 градусов соблюдаем. Левая ручка теперь по полу вытягивается у нас в левую сторону, и головой мы, вытягиваясь, смотрим в левую сторону, прижимая левое плечо к полу. Правая ручка отталкивается у нас от пола назад. Вдох и выдох. Возвращаемся также в исходное положение. Отлично. На этом наше занятие сегодня подходит к концу. Увидимся в следующей программе. Ну вот йога учит нас бережному отношению к телу, но в жизни иногда случаются непредвиденные ситуации. В рубрике «Мой доктор» мы сегодня поговорим о травмах головы и доврачебной помощи пострадавшему. Доброе утро! Мы сегодня разберем доврачебную помощь при сильном ударе головой. Если вы или кто-то рядом сильно ударились головой, бывают такие ситуации, важно сохранять спокойствие и быстро оценить ситуацию. До приезда скорой помощи или до обращения к врачу первым делом необходимо проверить состояние пострадавшего и обеспечить его безопасность. Уложить его на спину или в удобное положение, чтобы не было риска повторного удара или падения. Обратите внимание
на признаки повреждения. Есть ли кровотечение, опухоль, царапины или ссадины. Если есть кровотечение, аккуратно остановите его, приложив чистую ткань или стерильный материал из аптечки. Следите обязательно за уровнем сознания. Человек может выглядеть спутанным, не отвечать, не реагировать на внешние раздражители или жаловаться на сильную головную боль. Очень важно определить симптомы, указывающие на возможное сотрясение мозга или более тяжелую травму. Это потеря сознания, головная боль, которая усиливается или не проходит, тошнота или рвота, нарушение речи, зрения, слуха, нарушение координации, слабость или онемение конечностей, судороги или необычные движения, отеки, сильное кровотечение или открытые раны. Если проявляются любые из указанных симптомов, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и четко диспетчеру рассказать все симптомы. При легком ударе, когда симптомов нет и состояние кажется удовлетворительным, рекомендуется обеспечить спокойствие и покой, наблюдать за состоянием, в течение нескольких часов не давать алкоголь или лекарства, которые могут ухудшить состояние. В случае появления симптомов ухудшения необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Помните, что даже при отсутствии ясных признаков травмы, слабость или головная боль могут свидетельствовать о скрытых повреждениях. Поэтому лучше не игнорировать тревожные симптомы, думать, что само постепенно пройдет. Лучше перестраховаться и своевременно обратиться за профессиональной помощью. Здоровье на долгие годы важнее. Будьте здоровы! Но мы продолжаем тему здоровья. Артериальная гипертония остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем. При этом многие люди могут годами не замечать повышенного давления. Почему важно контролировать свое состояние, кто находится в группе риска и какие простые привычки помогают сохранить здоровье сердца и сосудов. Обсудим эти вопросы в рамках недели борьбы с артериальной гипертонией с врачом-кардиологом Анжеликой Винокуровой. Доброе утро. Доброе утро. Почему вот гипертонию называют тихой болезнью? Гипертонию действительно называют тихая болезнь, в первую очередь потому, что она очень долго может протекать бессимптомно. И человек может впервые о ней узнать уже, когда появились какие-то более тяжелые последствия, такие как инсульт, инфаркт или заболевание почек. А какие первые признаки могут говорить о повышенном давлении? Первые признаки, они достаточно неочевидные. То есть это могут быть какие-то головные боли, это может быть одышка при физической нагрузке, это могут быть какие-то мушки в глазах, чувство тяжести в голове, да, вот какой-то шум в ушах. То есть признаки, они достаточно такие вот размытые. Вот сейчас говорят, что гипертония встречается даже у молодых людей. А с чем это связано и как она проявляется вот в молодом возрасте? Да, действительно, сейчас можно сказать, что гипертония помолодела в первую очередь за счет, конечно же, нашего образа жизни. За счет того, что сейчас в основном у людей малоподвижный образ жизни. Также большое количество стресса влияет на повышение давления. И будем говорить о том, что питание тоже у нас, конечно, не очень хорошее в том плане, что очень пища наша, она богата специями, солью, трансжирами, и это тоже влияет на артериальное давление. Скажите, а как часто нужно измерять давление, например, если ничего не беспокоит? Если нет никаких жалоб, то, в принципе, достаточно контроль давления в рамках диспансеризации, то есть 1-2 раза в год, да, во время текущих медосмотров. Если же появляются какие-то непонятные жалобы на головные боли, да, вот периодически беспокоят, то, конечно, контроль давления стоит проводить чаще, раз, может быть, в 3-4 месяца. А вообще вот для людей, у которых есть высокое давление, конечно, тут важен ежедневный контроль. Вот какие привычки повышают риск гипертонии? Риск гипертонии повышается у тех людей, у которых, скажем так, образ жизни такой немножко не налаженный, да, то есть если у человека есть привычка хронически не досыпать, например, да, если он любит очень соленую пищу, если он мало двигается, если есть избыточный вес, то здесь мы, конечно же, собираем все риски возникновения высокого давления. Мы, наверное, даже не говорим про вредные привычки. Ну, конечно, это само да. собой. Вы отметили стресс, да? Вот может ли постоянный стресс, вообще как он влияет на давление?
Постоянный хронический стресс, он за счет того, что активирует симпатическую нервную систему, повышает выработку в организме кортизола, выработку адреналина. А эти гормоны, они влияют напрямую на тонус наших сосудов. То есть в сосудах у нас есть мышечная прослойка, которая также напрягается под воздействием биохимических реакций, и это вызывает сосудистый спазм, что влечет за собой повышение давления. Ну, конечно, описание, что только понервничал, сразу повысилось. Не совсем. Пугает. То есть, как бы, конечно, есть нормальные физиологические реакции, да, то есть, когда, например, вот даже сейчас мы с вами сидим, разговариваем, у меня сейчас давление должно быть чуть повыше, и это будет нормально, да, то есть нормальное повышение давления отличается тем, что оно потом стабилизируется. Если же мы говорим о патологическом повышении, о воздействии хронического стресса, то есть это постоянное воздействие большого количества гормонов, да, в большом патологическом количестве, то вот этот вот тонус повышенный сосудов, он будет сохраняться длительно. Ну, мы уже сказали о том, что нынешнее питание способствует повышению давления. Вот от каких продуктов уже лучше отказаться, если ты чувствуешь, что повышение давления стало патологическим? Ну, в первую очередь нужно ограничить соль. Да, поскольку она как раз-таки участвует в контроле тонуса сосудов. Если давление повышается у человека, то мы рекомендуем ограничить до 3 грамм в сутки. Для человека здорового достаточно ограничить до 5 грамм в сутки употребления соли. То есть 5 грамм в сутки – это, грубо говоря, чайная ложечка на все приемы пищи. Да? То есть желательно пища должна быть немножко недосоленная, слегка пресная, но рецепторы очень быстро привыкают на самом деле. Да? Конечно же, стоит ограничить такие вот напитки, которые богаты кофеином, да, то есть кофе, крепкий черный чай, может быть, даже крепкий зеленый чай. Естественно, не рекомендуется употребление энергетических напитков. Кроме того, что еще можно посоветовать, это ограничить алкоголь. Ну, конечно. А насколько важна физическая активность для профилактики гипертонии? Физическая активность играет очень важную роль за счет того, что когда человек двигается, у него нормализуется тонус сосудов. Да? И после физической активности, как правило, давление тоже несколько снижается. Поэтому регулярная физическая активность, даже вот достаточно, скажем так, небольшого объема, в плане там, от 30 минут непрерывной ходьбы в хорошем темпе, это будет способствовать снижению давления хотя бы на 5-7 мм ртутного столба. Ну, уже неплохо. Почему опасно самостоятельно прекращать прием лекарств от давления? Лекарства от давления, если они назначены были врачом ранее, то есть все-таки был выставлен диагноз гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь, она не подразумевает каких-то прерывистых курсов лечения. То есть это не простудное заболевание какое-то, да, оно у нас считается хроническим, неинфекционным. То есть лечение должно быть постоянное, непрерывное. И если вот есть препараты, которые если мы прекращаем прием этих препаратов, то возникает синдром отмены. То есть это может быть резкий скачок давления, резкий скачок сердцебиения, что, естественно, может вызвать те или иные осложнения со стороны организма. Ну, то есть все подконтрольно по рекомендации врача. Ну и, наверное, если так сделать такой большой итог нашей беседы, да, какие советы вы можете дать нашим телезрителям по профилактике гипертонии? Ну, важным этапом профилактики гипертонии, конечно же, станет это ведение здорового образа жизни. Да? То есть это должна быть регулярная, постоянная двигательная активность. Человек должен хорошо питаться, хорошо высыпаться, стараться испытывать меньше стресса. И если же, допустим, все-таки человек столкнулся с гипертонией, понимать, что это заболевание, конечно, которое невозможно полностью вылечить, но его можно держать под контролем и тем самым снизить риски дальнейших каких-то осложнений. Спасибо большое, очень интересно. Я надеюсь, что все задумаются о том, что в нынешней действительности нам, правда, нужно вести очень здоровый образ жизни, чтобы себя хорошо чувствовать. Спасибо вам большое еще раз за то, что вы посетили наш утренний эфир. Ну а мы продолжаем и прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжим освещать актуальные события этого утра.
Мошенники придумали свежую схему обмана, нацеленную на дачников и других владельцев земельных участков. Жертвам приходят сообщения якобы от лица Росреестра. В них говорится, что у владельца участка обнаружены нарушения земельного законодательства и предлагается оплатить штраф со скидкой по ссылке. На деле фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт, где мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету жертвы на портале госуслуги. В полиции подчеркивают, настоящий административный штраф никогда не выписывают через мессенджеры или СМС со ссылками. В Якутске проходят контртеррористические учения. Управление ФСБ по республике совместно с МЧС, МВД, Росгвардией и другими оперативными службами отрабатывают все возможные сценарии по задержанию злоумышленников. По легенде, на территории воинской части в автодорожном округе преступники совершили подрыв самодельного взрывного устройства с помощью беспилотника. Оперативный штаб ввел необходимые меры. В том числе начал поиски группы злоумышленников. Жителей просят соблюдать спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых ведомств. Данного рода учения у нас проводятся на системной основе постоянно. Эти учения нам дают возможность проверить личный состав, взаимодействие между службами, подразделениями и ведомствами. Главная цель – это научить личный состав, как, скажем так, при подобных ситуациях вести себя, как отрабатывать, то есть проверяем способность и боеготовность. Правительство России поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Это следует из отзыва Кабмина. В правительстве отметили позитивный эффект гаражной амнистии. По данным Росреестра, со дня начала ее действия, с 1 сентября 2021 года, оформлено 248 тысяч гаражей, а также 496 тысяч земельных участков. Вместе с тем, с момента начала действия гаражной амнистии в законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение таких понятий, как гаражи для собственных нужд, что необходимо учесть в тексте инициативы. Амнистия позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, зарегистрировать в упрощенном порядке. Ранее это можно было сделать только через суд. И пожары, и морозы нипочем. Разработка исследователей СВФУ успешно прошла испытания на базе МЧС России по республике. Речь идет о разработке лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов. Специальные резиновые детали применяются в работе пожарных машин. Они способны выдерживать до минус 70 градусов мороза и при этом не терять свои свойства. Как отметил автор исследования, аспирант Игорь Макаров, разработка не нуждается в совершенствовании. Ее можно уже сейчас пускать в серийное производство. Отметим, в этом году лаборатория отмечает свое 15-летие. За это время ее исследователи зарегистрировали порядка 37 патентов. У нас есть как и российские, так и евразийские, и 2 патента американских есть. В основном у нас сейчас наши морозостойкие резины востребованы в нашей республике. Сейчас мы их активно продвигаем, работаем. Наш главный партнер – это вездеходы «Звезда». Они каждый год, ежегодно у нас заказывают большими партиями морозостойкие пыльники. Май – горячая пора для дачников. В ботаническом саду СВФУ в Якутске открылась продажа рассады. В теплицах можно найти более 30 видов овощных культур – перцы, баклажаны, огурцы и многое другое. А также разнообразные цветы от неприхотливых петуний и бархатцев до изящных флоксов. К тому же сад не ограничивается помощью горожанам. Он активно участвует в озеленении Якутска и традиционно поставляет цветы для украшения кампусов университета. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Ну а прямо сейчас переходим к новостям из Санкт-Петербурга. Там во время вечера хорового пения сотни людей неожиданно устроили настоящий кошачий хор. Толпа начала исполнять известную песню «Конь», но вместо слов участники дружно пели только «Мяу». Необычный перформанс быстро привлек внимание окружающих и вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
Одни пользователи назвали происходящее самым странным и одновременно самым смешным музыкальным выступлением этой весны. Другие отметили, что атмосфера у мероприятия получилась по-настоящему народной и очень веселой. Я думаю, достойное завершение нашего эфира. Вообще, хотелось теперь посмотреть уже предысторию вот этого собрания. Мне тоже очень хотелось узнать, почему. Ну, то есть, обычно, знаешь, такое бывает на детских утренниках, там просят заменить слово в песне или там вместо определенного там слова в предложении вставлять что-то. Вот такая игра, ну, для детей, да, внимание, да, на координацию, там еще что-то. Вот это похоже же на разминку. То есть музыкальная разминка бывает тоже, когда заменяют там на слово и просят именно попасть в ноты. То есть вот интересно, зачем мы все собрались? Слушай, ну да, надо посмотреть. После эфира, я думаю, будет свободное время немножко поискать. Но получилось, мне кажется, очень мило. Очень мило, да, и очень здорово. Классно. Ну, если учитывать, что в Питере очень много кошек, и статуи кошек, и чего кошек, ну, в принципе, все достойно. сходится. Да, все сходится, все складывается. Интересно, нам в каком ракурсе можно исполнить? Я вот задумалась сейчас. Они мяукают, а мы что можем сделать? Поржать? Ну, как вариант. Не знаю. Ну, вот надо задуматься об этом. Как идет снег, например, да? Очень тихо. Ну, надо подумать, помолчать. И возможно, что даже в Якутске можно будет исполнить какую-либо песню. В общем, присылайте свои варианты, мы попробуем их реализовать. Да, не забывайте подписываться на наш канал в мессенджере Макс, и увидимся с вами уже завтра в это же время. Всем доброго утра, хорошего настроения. До завтра.